Соклопен Бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 44-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки вы сможете найти на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Мы с вами на сегодняшнем занятии пройдем, у нас два основных блока запланировано. Это упражнение на переписывание, и потом мы закрепим новые слова, которые мы узнали на сегодняшнем занятии, узнаем, как они правильно читаются, какой у них правильный перевод, немножко пополним свой словарный запас. Итак, давайте не будем откладывать, сразу приступим к занятию. Первое упражнение – это переписывание, и давайте начнем с того, что вспомним, как переписывание, как вообще слово переписывать говорится на абазинском языке. Итак, это слово аквелара. Давайте повторим, отработаем произношение правильно этого слова аквелара. Да? Значит, обратим внимание теперь на выделенные звуки. Звук х, в и звук г. Давайте вспомним, что звук х мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Шапка на абазинском языке хлпа. Хлпа. Дальше звук в мы с вами запоминаем с помощью слова гнездо. Гнездо на абазинском языке вяра. Вяра. И звук который пишется как г палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Гапн. Теперь давайте сразу приступим к занятию, к упражнению, я хотела сказать. Итак, давайте теперь мы видим с вами предложение на абазинском языке на экране, да? Видим перевод этого предложения. Давайте с вами начнем с того, что прочитаем это предложение, потом перепишем, потом вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем выделенные буквы, и затем еще раз прочитаем, таким образом закрепим пройденный материал. Итак, Рустам и Хазыб. Рустам и Хазыб. Рустам один. Имеется в виду, он один в помещении, наверное. Рустам и Хазыб. Давайте обратим внимание на выделенные буквы. Буква Х. Посмотрите, как она пишется. Давайте запомним то, как она пишется. Буква Х – это Х твердый знак. Х твердый знак. Да? Значит, букву Х мы с вами запоминаем с помощью слова шапка. Шапка на абазинском языке хлпа. Хлпа. Да? Теперь давайте попробуем вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука П. Звук П пишется как П палочка. Вот в конце слова и казыб мы видим как раз этот звук. Я вам напоминаю, что звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп. Прп. Итак, теперь мы с вами вспомнили, как правильно произносятся выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем это предложение для того, чтобы закрепить полученные знания. Итак, Рустам и Хазыб. Рустам и Хазыб. Очень хорошо. Следующее предложение. Амацауэрта днашылт. Амацауэрта днашылт. Он вошел в кухню. Да? Амацауэрта днашылт. Он вошел в кухню. Итак, посмотрите, у нас здесь выделены две буквы. Буква Ц и буква Т.
Давайте попробуем вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем произношение этих букв. Если у вас есть свои варианты слов, в которых есть буква Ц или буква Т, можете писать в комментариях. Очень интересно будет почитать. Итак, звук Ц, цепалочка, мы с вами запоминаем с помощью слова дерево, цла, Ц, цла. И звук Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Да? Сова на абазинском языке Т. Давайте еще раз прочитаем это предложение. Амацауэрта днашелт. Амацауэрта днашелт. Следующее предложение. Арехшашага тапшен. Тапшет аше ша тай ш тап. Арехшашага тапшет аше ша тай ш тап. Посмотрел в холодильник. Там лежат сыр, сливочное масло, яйца, молоко. Теперь посмотрите, сколько выделенных букв здесь, да, в этом предложении. Теперь давайте вспомним, с помощью каких слов мы с вами запоминаем эти выделенные буквы. Смотрите, буква Х пишется как Х мягкий знак. Буква Х, Х мягкий знак. Мы запоминаем произношение этой буквы с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. Х, хапщ. Следующая буква это буква Ш. Пишется буква Ш как Ш, В. Ш, В. Запоминаем произношение этой буквы с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах. Да? Вот как мы запоминаем произношение звука Ш. Ш, шарах. Следующий звук, который мы с вами вспомним, это звук Т. Звук Т пишется как Т-палочка. Произношение звука Т мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Сова. Следующий звук это звук Хо. Посмотрите. Хо. Ша. Звук Хо пишется как ХВ. Произношение звука Хо мы с вами запоминаем с помощью слова червь. Червь на абазинском языке Хуа. Хуа. То есть, когда в следующий раз мы с вами увидим в абазинском тексте две согласные ХВ, нам с вами сразу станет понятно, что они образуют звук Хо. И что произносится этот звук точно так же, как в слове червь. Хуа. Да? Таким образом, нам гораздо легче с вами будет ориентироваться в текстах на родном языке, что, конечно, очень важно. Так, следующая буква, которую нам надо с вами разобрать, это звук К. К. Посмотрите, как пишется эта буква. К, В. Да? Звук К пишется с помощью двух согласных. К и В. Запоминаем произношение этого звука с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. К. Звук Г. Давайте разберем. Посмотрите, непростой звук, да? Он состоит из трех букв. Г, твердый знак, мягкий знак. Образует звук Г. Звук Г мы с вами запоминаем с помощью слова погремушка. Погремушка на абазинском языке гар-гар. Итак, Г, твердый знак, мягкий знак. Все три буквы образуют звук Г. Г. Как в слове гар-гар. Гар-гар – это погремушка. И, наконец, звук П. Посмотрите, мы видим звук П в слове тап. Да? То есть находится, лежат. Тап. Мы запоминаем этот звук с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке рыб. Рыб. Да? П. Рыб. Запомнили. Теперь, когда мы с вами разобрали все эти буквы, вспомнили, как они правильно произносятся, теперь давайте прочитаем это предложение еще раз. Максимально продуктивно постараемся поработать на сегодняшнем занятии. Арых шашагат тапшет,
ашы, хуша, кутар, хшы, тап. Арых шашагат тапшыт. Ашы, хуша, кутар, хшы, тап. Да? Посмотрел в холодильник, там лежат сыр, сливочное масло, молоко. Сливочное масло, яйца, молоко. Следующее предложение. Ауи шардадам хлацуата пшкутар каатихт. И питшит. Атабайтай рышен ерыдзд. Ауи шардадам хлацуата пшкутар каатихт. И питшит. Атабайтай рышен ерыдзд. Недолго думая, взял 4 яйца, разбил и пожарил в сковороде. Итак, теперь у нас с вами по традиции уже разбор выделенных букв. Мы с вами видим, что первая буква, которая выделена в этом предложении, это буква Х. Посмотрите, какая непростая, да, очень интересная буква. Она состоит из 3 букв русского алфавита. Х, твердый знак В, образует один звук в абазинском алфавите. Это звук Х. Х. Давайте попробуем правильно произнести. Х. Дымхоцвот. Звук Х мы с вами запоминаем с помощью слова гриб. Гриб на абазинском языке хуар. Хуар. Теперь давайте, когда мы с вами, например, нам нужно будет написать какое-то слово, в котором есть звук Х, мы с вами уже не будем думать, гадать, чувствовать себя как-то неуверенно. Нам очень легко с вами будет написать слово, где есть звук Х, да, потому что мы вспомним, что Х пишется как в слове хуар, то есть Х, твердый знак В. Подобные ассоциации очень полезны, очень облегчают письмо на родном языке. Дымхоцвота, Х-хуар. Дальше звук К. Звук К это КВ, пишется как КВ, произносится как К. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Звук Т, который пишется как Т-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Т. Посмотрите теперь на звук Г. Г, да? Целых 3 буквы русского алфавита образуют одну букву абазинского алфавита. Г, твердый знак, мягкий знак. Г, твердый знак, мягкий знак. Образует звук Г. Произношение этого звука мы с вами запоминаем с помощью слова погремушка. Погремушка на абазинском языке гяр-гяр. Гяр-гяр. Посмотрите, как пишется звук Г. Г, твердый знак, мягкий знак. Давайте постараемся запомнить этот звук. Дальше звук К, который пишется как К-палочка, мы с вами запоминаем с помощью слова калина. Калина на абазинском языке корма. К-корма. Да? Тоже простая ассоциация. Нам очень легко будет с вами вспомнить, как пишется звук К, когда нам это пригодится. К-корма. Звук Г, гатихт. Г. Мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Звук Ш, ятайрышен. Звук Ш мы с вами запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Ш, шарах. И дальше звук Дз, который пишется как дз, да, мы запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке дз. Теперь давайте обратим внимание еще на звук Ч в слове питшид. Т-ш образует звук Ч. Нам очень легко будет запомнить этот звук с помощью слова лошадь. Да? Лошадь на абазинском языке Ч. Вот смотрите, мы с вами сейчас разобрали все выделенные буквы. Мы сейчас с вами вспомнили, как они правильно произносятся. Теперь нам с вами легче будет правильно прочитать это предложение. Поэтому давайте прочитаем его и потом попробуем отработать произношение этих звуков уже в словах. Ауи шардадам хоцвота пшкутар каатих и питшит атабайтайрышен йрдзд. Ауи шардадам хоцвота пшкутар каатих
ипитшит, атабайтайрышин, йрыдст. Следующее предложение. Джимше джка алайцат. Джимше джка алайцат. Добавил лук и соль. Теперь давайте разберем выделенные буквы в этом предложении. Звук дж. Дж, джимше, дж, джка. Целых 3 согласных, да, целых 3 буквы русского алфавита образуют этот звук. Д, Ж, мягкий знак, образует звук дж. Давайте вспомним, с помощью какого слова мы с вами запоминаем произношение звука дж. Дж. Конечно, это слово коза. Коза на абазинском языке джма. Дж, джма. Дальше у нас с вами звук к, который пишется как палочка. Мы с вами запоминаем произношение этого звука с помощью слова калина. Калина на абазинском языке карма. К, карма. Посмотрите на слово алайцат. Алайцат. В этом слове мы видим звук ц, ц. Мы запоминаем его с помощью слова дерево. Дерево на абазинском языке цла. Ц, цла. Ц, цла. И звук т, конечно же, мы с вами запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Т, сова. Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте с вами еще раз прочитаем это предложение. Джимше, джка, алайцат. Джимше, джка, алайцат. Следующее предложение. Дз айршит, чай алайцан, айша ехуньерголд. Дз айршит, чай алайцан, айша ехуньерголд. Так, вскипятил воду, заварил чай, поставил на стол. Звук «дз» мы с вами запоминаем с помощью слова «вода». «Дз». Звук «г» мы с вами запоминаем с помощью слова «весна». «Гапн». Звук «т» мы с вами запоминаем с помощью слова «сова». «Т». Звук «ш». Так, звук «ц» мы с вами запоминаем с помощью слова «дерево». Дерево на абазинском языке «цла». Звук «ш» мы запоминаем с помощью слова «олень». Шарах, ш, шарах. Звук хо мы с вами запоминаем с помощью слова червь. Червь на абазинском языке хуа. Дзайршит, чай алайцан, айша ехуньерголд. Итак, следующее предложение. Чапы аши хот. Чапы, аши, хот. Нарезал хлеб и сыр. Звук ч в слове чапы мы запоминаем с помощью слова блюдце. Блюдце на абазинском языке чат. Ч, чат. Звук х мы с вами уже встречали на сегодняшнем занятии. Мы запоминаем с помощью слова гриб. Гриб на абазинском языке хар. Х, хар. Звук ш мы запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах, ш, шарах. И звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Чакы аши ехот. Чакы аши ехот. Нарезал хлеб и сыр. Ласыластчан абхяратцат. Ласыластчан абхяратцат. Ласыластчан абхяратцат. Быстро поел и пошел на учебу. Звук х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хяпщ. Х, хяпщ. Звук т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке т. Ласыластчан абхяратцат. Ласыластчан абхяратцат.
На этом мы с вами завершили первую часть сегодняшнего занятия, закончили упражнение на переписывание. Теперь давайте в разделе «Правила чтения» повторим некоторые новые слова, которые мы узнали на этом занятии. Итак, правила чтения на абазинском языке ахарывка рагабхаща. Ахарывка рагабхаща. Итак, звук х мы запоминаем с помощью слова груша. Груша на абазинском языке ха. Звук к мы с вами запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке к. Звук мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Гапн. И, наконец, звук х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Хапщ. Рехшашага – холодильник. Хуша – сливочное масло. Гаршра – кипятить. Рехшашага – холодильник. Хуша – сливочное масло. Гаршра – кипятить. Звук х. Еще раз напомним сами себе, что звук х мы с вами запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Звук ш мы с вами запоминаем с помощью слова олень. Олень на абазинском языке шарах. Шарах. Звук х в слове хуша, посмотрите, мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа. И звук мы с вами запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Гапн. Рехшашек – холодильник. Хуша – сливочное масло. Гаршра – кипятить. Следующая группа слов дз – вода. Хнаргылра – поставить. Джимще – лук. Дз – вода. Хнаргылра – поставить. Джимще – лук. Дз. Звук дз мы с вами запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке дз. Звук хо мы с вами запоминаем с помощью слова червь. Хо. Звук хо мы с вами запоминаем с помощью слова червь. Хуа. И звук дж мы с вами запоминаем с помощью слова коза. Коза на абазинском языке джма. Джма. Давайте теперь еще раз прочитаем эту группу слов. Дз – вода. Хнаргылра – поставить. Джимще – лук. Последние два слова на сегодняшнем занятии. Хра – резать. Ласылас – быстро. Хра – резать. Ласылас – быстро. Да? Хра – резать. Ласылас – быстро. Очень хорошо, молодцы. Отлично поработали на сегодняшнем занятии, довольно продуктивно потрудились. На этом наше занятие подходит к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие занятия будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безджа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безджа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах